Так, ну что я сегодня привез? У меня возле трубы там этот материал вот 15 на 25. Пригодится плинтус. Может куда-нибудь прибью. Там две трубы. Вот эти трубы будем соединять. Дальше утеплитель там не горючий там. Жесть нацинкованный. Вот только вот тонковат, конечно, 0,5. Другого у меня не было в наличии. И поставлю это. Так, ну что еще тут? Продукты у нас в кузове. Здесь у меня для бензопилы всякий хлам. Ведра. Вот. Чулан везде, каждый метр отмечает. Сток у нас стоит. Больше уже уплотняться в этом году тоже не будет. Свой уровень взял. Вода действительно примерно 30 сантиметров поднялась. Да, рыба там стоит. Мелочь. Вон они гуляют. Столб уже все хана. Все сломался. Этот, ой, облюбовали вон они. Муравьи. Смотрите, сколько их. Они гниль любят. У меня в избушке вот в одном углу тоже вот они. Но они крупные там были. Здесь мелкие. Раньше вообще воду он боялся. Сейчас хоть видно, что тоже, когда жарко, он лезет в воду. Туланчик. Ладно, начнем, наверное, с чаепития. Там посмотрим, как дело пойдет.
начался утро начался с маленького ремонта. Как бы более-менее установил, чтобы не шаталось. Мангал. Опять моторная лодка едет. Даже думаю, ветерок это. Комаров хватает. Что-то безветренно сегодня вообще. Так. Ну вот. Все. Шло дело. Все это конструкция, ребят. Еще дед ставил. Вот этот корпус железный. Это была стиральная машина, наверное, помнится. У нас родственник, у бабушки, сестры был сын. И, короче, у него ночью загорелся дом. И сам тоже там сгорел. Сам сгорел. Целый день его искали в руинах, нашли, короче. И, ну, похоронили мы его, как положено. А в этом сгоревшем доме оставалось там от холодильника каркас и от стиральной машины. Вот эту стиральную машину этот дед, короче, сюда приволок и набил кирпичами. И здесь была раньше, сейчас покажу. Раньше вот здесь было отверстие, вот тут. Как бы тогда болгарки ничего в те годы не было. Зубилом он вот тут дырку сделал. Короче, здесь мы ложили дрова. Вместо плиты вот эта плита была вот здесь. Короче, да и еще добавок труба там стояла. А сейчас у меня стоит этот мангал. Более удобный. Вот так. Ну и чтобы меньше чайник коптила там, вот эту плиту еще вставляю. Короче, воспоминания есть. Вот опять какую-то историю вам рассказал. Конечно, огорчительная история, так скажем. Как-никак человек умер. После того пожара у меня страх тогда тоже был. Но я был, не знаю, сколько лет мне тогда было. Но я своими глазами все это видел. И даже, как сказать, тело в морг не увозили. Судмедэксперты к нам в село приезжали. И все это дело происходило в старой бане. Как бы скрывали, что-то там определяли. И, видать, этот человек, вот Ванька, который он умер, он задохнулся дымом. И он лежал возле окна. Дед, короче, когда вот случайно вот увидели, вот у меня бабушка ночью вставала и увидела, говорит, что-то там, как бы родственник от нашего окна там видно, его дом был виден. И он все время, но он бухал тоже. Он бухал и по-родственному он смотрел дом, там, что происходит. И ночью увидел, что вот дом горит. Горит, вот только начинает пламя. Дед, короче, побежал туда. Что смог, он, двери закрыты, все закрыто, а уже хотел через, как сказать, через окно, но он уже в возрасте был, он не смог. А человек возле окна и лежал, недалеко от окна, там буквально там в метре от окна.
по соседству он звал на помощь. Ну, никто не отозвался. Одним словом, ничего не вижу, ничего не слышу. Многие так. И если, говорит, был у меня товарищ помоложе, он бы, думаю, смог как бы через окно залезть, как-то, может, дернуть его, спасти или нет, там все равно. Лучше, скажем, человека похоронить нормального, или же ты, когда ты находишь куски там. Одним словом, да и те времена практически, да пожарного не было. Знаете, вот пожарный газончик был, пока доедет, пока они подсоединят все это, пока они начнут поливать, да из шланга в большинство случаев вода не шла. Вот. Ну, из былого вот многие просят там, расскажи то, вот. Случаем там рассказал истории из своей жизни тоже. И после этого, вот скажем, я когда вот увидел этот сгоревший дом, и долго еще тлело, вот это не полностью там потушили. Я ходил к этому дому, там старался, снега, это в марте было вроде как, 8 марта даже, может быть, было. И как-то старался тушить, помнится. И когда вот я увижу, когда с соседнего дома из трубы дым идет, у меня вообще такой страх появился. Ну, это прошло со временем, конечно. Но первоначально мне было страшно после этого пожара. Вот такие дела бывают. Много чего было в жизни. Есть что вспомнить, но всему свое время. Может, когда что-то буду рассказывать. А сейчас я буду кипятить чай. Там тулан лает, между прочим, с Денисом они рыбачат, и лодка к ним остановился. Не знаю, кто. Денис придет, скажет. Хотел на речку спуститься, но здесь течение минимальное. Блин, там после лодки такая муть. Да, серьезно. Этот водоворот тут, там, конечно, течение. Подписчики просят спилить вроде эту елку, которая на реке. Но зачем трогать его? Не буду, конечно же. Уплывет рано или поздно. Может, здесь как-то набрать. Ой, блядь. Так. Для чайника черпнуть. Немножко. Ой. Так. Неудобно. Вон он. Ну, полчайника, ой, пол ведра. Потом здесь вот эта муть. Ну, муть поднимается от берега. И тут водоворот небольшой. Течения нету. Что-то знакомый какой-то у Дениса. Или что все еще. Моторка стоит там. Значит, хорошие знакомые у него. Многие путают. Разговаривают, скажем. Думаю, что это я. Рост одинаковый. Он тоже высокий. Одет так же, как и я. Листья уже желтеют почему-то.
Сейчас уже березовые веники уже никто не собирает. По нашим приметам уже все. Последний день для сбора веника это 2 августа. До Ильина дня, это получается до 1 августа. 2 августа уже не трогают. И купаться также, в принципе, до 2 августа. В августе уже. Ну, не мы приметы придумали, это прадеды. И из поколения в поколение так идет. Ну вот. Мусор от елки там. Сейчас, вчера я монтировал серию, как я ставил вот эту дверь, ну, показал вкратце. Не помню там дальше рассказывал, нет, почему именно вот я забил вот эту доску. Мог бы, конечно, и вообще не прибивать эту доску, но даю 3 секунды, кто-то догадается или нет. Почему я это прибил сюда? Хотя бревна хватало все это. Догадались? Дело в том, ребята, прибивал я очень туго. Заходил. Как вы заметили в фильме. Здесь верхняя часть. Чтобы вот... Это косяк, наверное, или что там. Все время я забываю курить. Не уходила, скажем... Держит вот это, верхник. Не будет уходить в сторону. Да и выемка там для дверей. Здесь такая же картина, но раньше эту стойку мы углубляли в это бревно. Здесь у меня спилил я, потому что у меня другого варианта ремонта не было. Он гнилой был. Спилил. И... он уходит вот отсюда, скажем, уходит. Может отойти от бревна. И этим, ребята, вот, заметили? Такой маленький нюансик. Сантиметра 2. Вон, примерно 2 сантиметра. Вот эта доска прижимает. Это конец прижимает вот эту стойку. Второй конец прижимает вторую стойку. Вон. И, короче, он не будет уходить. Вот такой секрет маленький. Ну, секрет не секрет, но так надо сделать. Другого варианта, скажем, у меня не было как-то еще придумать сделать. Вот. Ну, это будет стоять, как и говорил, 100 лет. Чайник у меня уже на плите. Сейчас я буду думать, как мне быть здесь. Очень сложно придумывать как бы потолок. Много бревен будут висеть на одной доске. Может не удержать, там прогнуться. Скажем, у меня сейчас бревна на бревнах лежат, эти плахи, большие плахи на бревнах там лежат. А сейчас я спилю здесь, вот что-то придумать придется. Так. Там закрыть все это дело тоже как-то неудобно там, конечно. Очень фигово все. Одним словом, сейчас я, наверное, без съемки что-нибудь буду думать. Веревку убрать. Веревка. Вещи тут мы сушили. Также спрашивали, для чего вот это палки. Вот смотрите, присмотритесь. Это у сосны верхний, молодой сосны верхняя часть, вершина.
И вот так ты рубишь его, и получается вешалка также вешаешь над этим, над печкой, и можно там много чего на него повесить, чтобы высушить. Вещи там, одежду, всяко разную. Вот. Здесь то же самое. Вот это рогатина. Как у лося. Рога. Тоже вот такие же сучья, только уже покрупнее. Вот уже средняя часть дерева. Вот. Ну, примерно так. Так.